рамках нашей программы мы продолжаем цикл интервью с врачами из России, которые принимают участие в детской диспансеризации. Мы обсуждаем актуальные вопросы, касающиеся здоровья детишек нашей страны. Как показал проведенный ранее ВАКом совместно с Минздравом осмотр детей, у многих из них есть проблемы со щитовидной железой. Нынешняя диспансеризация это подтвердила. Щитовидная железа – это орган, без которого невозможно нормальное развитие ребенка. Вырабатываемые ею гормоны влияют на формирование умственных способностей ребенка, работу кишечника, сердца, поддержание иммунитета, нужной температуры тела и веса. Дыхательная и будущая репродуктивная функции, сон и формирование скелета также зависят от функционирования этого органа. Итак, тема сегодняшней передачи – заболевания щитовидной железы у детей. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Почему увеличивается щитовидная железа? Как понять, что у ребенка есть гормональное нарушение? Почему нужен йод для щитовидной железы и что будет, если его недостаточно? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать сегодня. И для этого мы пригласили к нам в студию детского эндокринолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры педиатрии и общественного здоровья, старшего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Любовь Баржезинскую. Здравствуйте, Любовь Борисовна. Добрый день. Мне хотелось бы начать с того, о том, как проходит диспансеризация. Вот вы принимаете участие. Расскажите, как идет этот процесс, как детишки приходят к вам на осмотр, и вообще в целом, есть ли в Абхазии у детей проблемы со щитовидной железой? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день мы осмотрели более 14 тысяч детского населения. Это огромное число детей. И, конечно, я как эндокринолог также выявляла различную эндокринную патологию. И в том числе, да, были часто заболевания щитовидной железы. А какие методы вы используете, как вы детей осматриваете? Когда мы осматриваем детей, во-первых, в первую очередь проходит оценка показателей роста. Какой рост ребенка, какой рост родителей, есть ли отставание роста, задержка роста или высокорослость, какие причины могут к этому приводить. Также оценивается масса тела, есть ли избыток массы тела, дефицит массы тела, какие причины могут этому способствовать. Также проводится осмотр щитовидной железы. В том числе у нас есть возможность проводить ультразвуковое исследование щитовидной железы, где мы сразу видим можем диагностировать различную патологию, различные нарушения и сразу приступать к необходимым действиям. Кто такой детский эндокринолог? Какие заболевания он лечит, помимо щитовидной железы, гормональных нарушений? Детский эндокринолог – это такой доктор, который в целом занимается эндокринными нарушениями у детей или гормональными нарушениями. Вообще гормон – это такое биологически активное вещество, небольшое, которое вырабатывается в совсем небольших количествах в организме специальными органами эндокринными и разносится по организму и оказывает свое влияние. При этом гормон, он в своем составе, в небольшом количестве, в организме, и очень важен его баланс. Чуть-чуть больше гормона или меньше сразу приводит к ухудшению самочувствия. И органы, которые вырабатывают эти гормоны, такие как гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники, яичники у девочки, яички у мальчика. Это те органы эндокринные, которые эти гормоны вырабатывают. И, соответственно, какая-то дисфункция этих органов часто приводит к различным эндокринным нарушениям. Соответственно, это проблемы роста, веса, это какие-то половые нарушения, то есть нарушения созревания ребенка. Также это могут нарушения углеводного обмена, кальциевого обмена, и другие такие эндокринные нарушения. А какие болезни щитовидной железы встречаются у детей чаще всего? Смотря какой возраст. Если мы говорим про щитовидную железу, то надо понимать, что есть либо нарушение структуры щитовидной железы, либо нарушение функции щитовидной железы. Когда мы говорим про структуру щитовидной железы, то это может быть увеличение щитовидной железы, могут быть какие-то диффузные изменения в структуре щитовидной железы или узлы щитовидной железы.
Когда мы говорим про функцию, то есть как работает щитовидная железа, здесь может быть либо гипотиреоз, то есть когда снижена функция щитовидной железы, либо наоборот обратное состояние, когда гиперфункция щитовидной железы, она слишком активно работает. И то состояние, конечно, требует своевременной коррекции. У нас есть видео-вопрос родительницы. Давайте послушаем. Добрый день. Меня зовут Марина Гопия. У меня есть к вам вопрос. Мне бы хотелось узнать, какие симптомы могут появиться у ребенка, если неправильно функционирует щитовидная железа. Конкретно, как он себя может вести, какие у него могут появиться признаки, что будет положительного, что отрицательного при этом происходить с ребенком. Может, в поведении что-то. Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос. Да, действительно, какие такие явные симптомы существуют, которые указывают на то, что у ребенка проблемы со щитовидной железой? Ну, во-первых, если мы говорим про нарушение структуры щитовидной железы, то дети могут отмечать какой-то дискомфорт в области шеи. То есть щитовидная железа, она находится на передней поверхности шеи в виде бабочки, и если она увеличена, болезненна, то ребенок так и говорит: мне неприятно, я не могу завязывать шарфик, например, мне больно в области шеи. Или когда просто проводим осмотр в области шеи, да, ребенок жалуется на некую болезненность. Когда же нарушение функции щитовидной железы, когда она плохо работает, и мы говорим про снижение функции щитовидной железы, то здесь, конечно, симптомов очень много. Но в первую очередь надо понимать, что щитовидная железа — это как наша энергия. Соответственно, когда она работает плохо, энергии мало, и у ребенка будет слабость, какая-то вялость, заторможенность, сонливость, у него будет сухая кожа, будет плохо расти, такая отечность, нарушение стула, может быть головные боли, головокружение. Если же, наоборот, у ребенка эта батарейка слишком активно работает, тогда у него будет такое сердцебиение, потливость, он будет резко худеть при обычном аппетите, у него может быть дрожь в теле или какая-то агрессивность. Вот это будет говорить о, наоборот, избытке гормонов щитовидной железы. И, в принципе, когда у нас есть какое-то подозрение, либо в ту, либо в другую сторону, мы можем это, во-первых, клинически оценить, а во-вторых, посмотреть и оценить при помощи анализов. То есть есть анализы на гормоны щитовидной железы, которые как раз-таки нам и помогают провести диагностику и понять, есть ли вот это такое нарушение или нету. А в каком возрасте вообще у ребенка могут возникнуть такие проблемы? Ну, если есть ограничения какие-то, допустим, или уже у совсем новорожденного тоже могут уже быть проблемы со щитовидной железой? Ну, чаще всего все-таки это подростковый возраст. Если мы говорим про совсем маленьких дошкольников, то у них тоже возможны нарушения. Больше проявление дефицита йода. Если мы говорим более подростковый возраст, у них чаще встречаются заболевания щитовидной железы, и чаще это у девочек. И тут уже могут быть разные нарушения, в том числе дефицит йода, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, диффузные изменения, узловые образования. И в подростковом возрасте, конечно, это встречается гораздо чаще. А как понять, что у ребенка дефицит йода? То есть те симптомы, которые вы назвали ранее, вот эти появляются, да? Это значит, не хватает йода, и щитовидная железа работает плохо. Да, тут надо понимать, что йод — это главный микроэлемент для хорошей работы щитовидной железы, потому что гормоны щитовидной железы на 70% состоят из йода. Даже когда анализы мы сдаем, у нас Т4 и Т3, то есть 3 атома йода и 4 атома йода. То есть когда йода не хватает, соответственно, щитовидная железа начинает работать хуже. И постепенно это приводит к снижению функции щитовидной железы. Либо щитовидная железа компенсаторно начинает очень активно стараться, и на этом фоне у нас образуются кисточки, узлы образуются, изменения в щитовидной железе или увеличение объема. То и то состояние, к счастью, корректируется, когда мы вовремя умеем это выявить, вовремя назначить правильное лечение, при этом тут
Ведь препараты йода могут быть назначены как с профилактической целью, так и с лечебной целью. Это будут разные дозировки. И да, некоторым детям я назначаю именно с лечебной целью, в правильной дозировке, которые приводят к прекрасному результату. И щитовидная железа хорошей, правильной структуры, и прекрасно работает, и прекрасно себя чувствует ребенок. Какую роль в данной патологии играет наследственность? И если у родителей есть проблемы со щитовидной железой, означает ли это, что и у ребенка появится данная проблема? Да, обязательно. Обязательно, если есть заболевание щитовидной железы у мамы, а чаще всего это бывает такая история, что болеет мама, бабушка, там, и сестра у бабушки. То есть это достаточно часто передается и по женской линии. Поэтому в таких семьях, если знать, что вот, есть, к сожалению, такая проблема, стоит всегда обратить внимание на состояние щитовидной железы, особенно у девочки и особенно в подростковом периоде. И это то время, когда может появляться уже первые изменения. И, наверное, в этой семье тоже следует и профилактировать заболевания щитовидной железы уже с самого раннего возраста. Как часто водить ребенка на профилактический осмотр? В зависимости от ситуации. Если мы знаем, что это девочка-подросток, у которой есть наследственность, например, по заболеванию щитовидной железы, или есть какие-то другие аутоиммунные заболевания, то в подростковом периоде это может быть и раз в год, раз в 2 года. Если повезло, все прекрасно, и она, например, прошла нашу диспансеризацию, и, в принципе, нет каких-то изменений, что мне, допустим, все понравилось, и некоторых детей я направляю на ультразвуковую диагностику, и там тоже все прекрасно, нет никаких нарушений, то, в принципе, не требуется какого-то специального наблюдения. Да, и тем не менее, в год раз или в 5 лет раз как-то проверять свою щитовидную железу. Взрослых людей я знаю, там после 30, там каждые 5 лет, может быть, так проверять, после 40 так и каждый год можно делать ультразвуковое обследование. А вот у подростков есть какой-то график посещения врача в профилактическом? Если что-то беспокоит, если знаете, что есть какие-то избыток веса, есть какие-то пограничные состояния, все-таки ребенок утомляется, периодически бывают такие состояния, то проводится диагностика в подростковом периоде, вполне вероятно, раз в год. Вот именно в период такого активного роста и созревания. Чем грозит проблемы со щитовидкой у ребенка в будущем, если это не лечить? Если это не лечить, конечно, это будет сказываться, во-первых, на его росте, на его половом созревании, на его формировании, на нервной деятельности, что будет влиять и на учебу, на его общем самочувствие, что будет сказываться в последующем во всех других сферах. У меня были дети, которые плохо, например, росли, например, у них была проблема задержка роста. Оказалось, что у ребенка просто недостаточно гормонов щитовидной железы. Был мальчик, у которого обследовали на предмет патологии сердечно-сосудистой системы, то есть у него было давление высокое, он был агрессивный, и родители не могли понять, что происходит с ребенком. Оказалось, у него гиперфункция щитовидной железы, и мы очень быстро восстановили щитовидную железу. Благодаря этому он сейчас себя прекрасно чувствует и поступает в университет. Можно ли такой вопрос задать? Не знаю, но при каком заболевании щитовидной железы полнеют? У нас есть снижение функции щитовидной железы, то есть недостаточно гормонов щитовидной железы, то метаболизм снижается достаточно серьезно. И у детей может появиться отечность и такой небольшой избыток веса. При этом также это может быть у тех детей, у которых есть избыток веса, они предпринимают различные действия, то есть они диету соблюдают, физическую активность, но не получают должного результата, что тоже может говорить о том, что у них недостаточно хорошо работает щитовидная железа. Поэтому, скажем так, если есть у ребенка избыточный вес, то первое, конечно, мы рекомендуем ему соблюдать такие правила здорового образа жизни. Если не получаем результата, то мы уже должны посмотреть, нет ли других нарушений, которые могут влиять на вес ребенка. Какие наиболее действенные методы профилактики существуют? Когда мы говорим про профилактику заболеваний щитовидной железы, они достаточно простые, но и сложные.
одновременно. Во-первых, это в целом соблюдать принципы здорового образа жизни. Это правильно сбалансированное питание, это обязательная физическая активность, это восполнение дефицита йода, дефицита железа, дефицита витамина D, других микроэлементов. Также, по возможности, конечно, минимизировать стрессовые ситуации. И также это, конечно, устранение различных хронических очагов инфекции, которые находятся возле щитовидной железы. То есть это обязательно лор-патология, это может быть проблемы со стороны стоматологии. Их желательно тоже устранить, это будет также являться профилактикой. Ну и, конечно, вовремя проводить диспансеризацию, да, и у нас такая есть возможность на сегодняшний день. Это проверить работу щитовидной железы, посмотреть, есть ли какие-то нарушения, какие-то первые признаки или риски заболевания щитовидной железы, и вовремя проводить лечение, если в этом есть необходимость. Подскажите, как избежать стрессовых ситуаций, как их избегать? Их не то, вообще это возможно? Но это уже вопрос философский, да, скажем так, или психологический. Но насколько это возможно, мне кажется, у вас это сделать намного проще, чем в любом другом месте. Выйти к морю, подышать свежим воздухом. Конечно. Да, вкусно покушать, вкусно покушать, выпить какую-нибудь вкусную чашечку кофе, прогуляться вдоль моря, подышать морем, пообщаться со своими близкими, родными, друзьями, близкими, родными, родственниками, побыть в приятном окружении. И вот, пожалуйста. И понять, что мир нам не изменить. И мир прекрасен. Мир прекрасен, да. Так, у нас есть небольшой видеоролик о том, как проходила диспансеризация в 3-й Сухумской школе. Давайте посмотрим. Меня зовут Калайджан Илария. Я учусь в 3-й школе, 7 класс. Сегодня в школе проходит диспансеризация, проверяют здоровье. Ну, скажи, ты проверила свою щитовидную железу? Тебе уже проверили? Да, проверяли, все хорошо. А что ты вообще знаешь о щитовидной железе? Ты что-то знала до этого? Ну, чуть-чуть. Ты что-то слышала? Йодированная соль такое есть? Нет, слышала. Меня зовут Сабрина, я учусь в 3-й школе, в 7 классе. У нас проходил медосмотр, проверяли щитовидную железу. Все хорошо. УЗИ делали или просто проверяли? Нет, не делали, проверяли просто. А что ты знаешь о щитовидной железе? Ты что-то слышала до этого? Нет. Меня зовут Зикерба Анисия, я ученица 8 Б класса. Сегодня в школе у нас проходил медосмотр. Мы уже сдали ЭКГ, анализ крови, ЭКГ, и сейчас мы будем проверять щитовид. Она вот тут расположена. 8 А класс, меня зовут Александр Харчилава. У нас сегодня в школе проходит диспансеризация. Приехали доктора из России, проверяют наше состояние здоровья. У меня взяли кровь с вены, и на данный момент больше ничего не проверяли. Что ты знаешь о щитовидной железе? Ничего. Где она у тебя расположена? В районе горла. Здравствуйте, меня зовут Цуба Вячеслав, учусь я в 8 классе. Сегодня к нам приехали врачи из России, проверяют наше здоровье. На данный момент взяли кровь из вены. Меня зовут Елена Софянова, я ученица 8 Б класса. Сегодня мы проходим диспансеризацию. Я не иду на полный осмотр, но заполняли карточки. Сейчас, надеюсь, все будет хорошо. А кровь взяли? Я не брала кровь. А не сдала? У меня был отказ на кровь. Мама не захотела. Скажи, а что ты знаешь о щитовидной железе? Я не знаю. В связи с этим у меня возник вопрос, что дети вообще должны знать, должны ли они вообще что-то знать в этом возрасте, или это же все-таки прерогатива родителей? Родители должны следить и контролировать данную проблему. Я считаю, все-таки родители. Пусть дети будут счастливыми, учатся, занимаются учебой, а все-таки, когда мы говорим о детях, о нашем будущем, это и наша задача, и наша ответственность, и, наверное, все-таки родители. Родители, в первую очередь, те люди, кто заботится и ответственны за здоровье своих детей, за наше будущее. Вот. И
Наверное, все-таки, да, особенно в детском возрасте. Ну, это подростки, это дети, ну, совсем... Какая щитовидная железа? У них жизнь, учеба, у них столько дел. Для этого мы сюда приезжаем. У нас есть такая уникальная возможность за такое короткое время пройти большого количества специалистов. Не только меня, не только эндокринолога. У нас эндокринолог, у нас ортопед, да, полностью осматривает ребенка, уролог, гинеколог, невролог, у нас только офтальмолог. Кардиолог детский. Кардиолог. Представляете, ЭКГ сделают, УЗИ сделают. Это все проводится в рамках диспансеризации. И это специалисты высокого уровня. У нас ведущие специалисты центра, научного центра здоровья детей, кандидаты медицинских наук. У нас заведующие отделений различных направлений. И если ребенок пройдет просто по всем специалистам и скажет, он здоровый, мне кажется, это самый главный бальзам на душу, что у тебя, у ребенка все хорошо и нет никаких проблем. Еще и посмотрят какие-то нарушения по общему анализу крови, по ферритину, да, и те нарушения, которые часто встречаются, глюкозу. И если там будет все хорошо, это такое счастье, это такая радость. И это, мне кажется, уникальная возможность. Да, это самое лучшее услышать, что ваш ребенок здоров. Конечно, представляете, да. И у нас много детей, которые здоровы, ну немного, но есть те дети, которые здоровые, это замечательно. А есть те, у кого какие-то риски могут быть, или какие-то первые нарушения, да, и мы уже знаем, куда их направлять, что мы с ними, как дальше будем работать с ними. Или направим к докторам, которые под наблюдением будут наблюдаться. Это уникальная, мне кажется, возможность, и обязательно надо ей пользоваться, не отказываться и не бояться. Не бояться, самое главное. Такой вот вопрос, в каких продуктах питания содержится йод? Есть все равно дефицит йода, он встречается, и есть дети, которым я назначила препараты йода. И те продукты питания, которые самые богатые йодом, конечно, это морские продукты считаются. Рыба, морепродукты, кальмары, креветки, морские водоросли. Из фруктов это фейхоа и хурма. Вот. Ну, не все дети, к сожалению, соглашаются на такие продукты. Многие, особенно от рыбы, отказываются. Очень много детей не хотят кушать рыбу. Вот, в таких ситуациях где-то йодированная соль может быть использована или препараты с йодом даже, да, для профилактики нарушений работы щитовидной железы. Вот такой вот вопрос. Какие методики и технологии существуют для лечения эндокринных заболеваний? Но когда мы говорим про эндокринные заболевания, то это слишком общее, да? Если мы говорим про профилактику или про лечение, это гормональные нарушения, то есть что-то не то с гормонами в организме. Соответственно, чаще всего мы все-таки как эндокринологи, если это серьезное заболевание, мы назначаем гормональное лечение, то есть это гормональный препарат. Это может быть такие гормоны, как инсулин, это могут быть гормоны щитовидной железы, это может быть гормон роста, или другие препараты, которые влияют на гормоны в организме, там, блокируют гормоны, например, щитовидной железы или там, гормоны, половые гормоны. Поэтому те препараты, которые каким-то образом влияют на гормональную систему. Если мы говорим о профилактике, что особенно важно, то это общее в целом состояние здоровья, и это отсутствие дефицитных состояний, дефицита йода, железа, витамина D, других микроэлементов. Ну и, конечно, хорошее настроение, самочувствие, в целом хорошее состояние, самочувствие, настроение, но, конечно, тоже будет благоприятно влиять на эндокринную систему. То есть если узлы появились, они могут рассосаться при правильно подобранной лечебной терапии? С узлами сложнее ситуация, особенно у детей. Все-таки если уже есть именно не диффузные изменения, не кисты, а именно узлы в щитовидной железе у детей, эта ситуация более опасная. И, конечно, она требует и более внимательного как наблюдения. В некоторых ситуациях, в редких, но может понадобиться и биопсия узлов щитовидной железы. И в каких-то ситуациях это будет наблюдение, в каких-то может быть даже хирургическое лечение. Но опять же, это узлы у детей встречаются гораздо реже, к счастью, чем у взрослых. Любовь Борисовна, я вас благодарю за беседу.
Спасибо за ту работу, которую вы проводите в рамках диспансеризации, осматриваете наших детей. Говорите нам чаще, что наши дети здоровые. Спасибо вам большое. Надеюсь, наши телезрители получат полезную информацию вот из сегодняшней нашей беседы с вами. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Дети — это наша самая главная ценность. Хочется пожелать нам всем здоровья, чтобы наши дети были здоровые, счастливые и радовали нас своими успехами. Спасибо. Щитовидная железа – это орган, без нормального функционирования которого невозможно полноценное развитие ребенка. Чем раньше будут выявлены отклонения, тем эффективнее будет лечение. Самолечение и затягивание с визитом к врачу – самая большая ошибка родителей. Своевременное выявление проблемы, соблюдение рекомендаций специалистов – это шаг к здоровью ребенка, семьи и нации. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!